Доброе утро! Всем легкого пробуждения и солнечного настроения. На календаре среда, 3 февраля. В студии Татьяна Самсонова. Сегодня в Чебоксарах открывается фестиваль чувашской музыки. В этом году он пройдет в 10-й раз. На сцене Чувашского театра оперы и балета установят табло, на которое будет транслироваться синхронный перевод на русский язык. Так что зрители, не владеющие чувашским, смогут свободно ориентироваться в сюжете. Праздник музыки не ограничится одной площадкой. Творческие группы выступят в домах культуры в Цивильске, Урмарах и Маргаушах, где исполнят произведения чувашских композиторов и шедевры мировой классики. В фестивале прозвучат яркие спектакли. Это опера «Нарспи» 3 февраля, 5 февраля опера «Шевармань». С этой оперы открывалась история нашего театра 60 лет назад. Это новый балет «Дорога лебедей». Потрясающий, интересный балет для детей, для семейного просмотра. В Чувашии акушерки и медсестры смогут получать выплаты по программе «Земский фельдшер». Речь идет о единовременных компенсационных выплатах в размере 750 тысяч рублей для фельдшеров, которые прибыли на работу в отдаленные села. С 2021 года эти деньги смогут получить также акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Чувашии рассмотрен на заседании Общественного совета при Минздраве республики. В Чебоксарах запланировано снести 230 незаконных металлических гаражей. По словам заместителя председателя горкома имущества Олега Александрова, от жителей города поступают многочисленные жалобы по факту размещения сооружений. Помимо того, что объекты небезопасны, еще и портят эстетический вид. В прошлом году уже демонтировали более 120 гаражей, осталось еще 230. Владельцам гаражей, подлежащих сносу на дворовых территориях, предлагается перевести свои металлические гаражи за пределы этих территорий на специально отведенные для этих целей площадки. Как отметили в администрации, все незаконные металлические гаражи планируют демонтировать в течение 2 лет. В столице республики прошли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Около 500 юных спортсменов собрались в Центре развития маунтинбайка. На соревнования 5-й год подряд приезжают команды из разных уголков страны. Казань, Йошкар-Ола, Уфа, Самара, Москва, Калуга, Анапа и Сыктывкар. Это лишь не полный список городов-участников. Всего 60 команд в разных возрастных категориях – от 8 до 17 лет и старше. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике – это первые старты перед чемпионатом и первенством России, которые пройдут в апреле. То, что мы увидели, это первый задор, есть интенсивность, есть желание, это видно однозначно, и есть, конечно, азарт, что очень для нас также важно, и стремление детей быть лучше на данных соревнованиях. Это вся информация к этому часу. Хорошего вам дня, увидимся в эфире.